Почему Ибн Сина перс, а не таджик? А я говорил, что такого самоназвания не существовало в 7-10 веках. А раз его не было, значит таджикский этнос еще не сформировался. Это логично. Этническая идентичность не может существовать без соответствующего... Прежде всего, хочу выразить свое уважение к этому человеку, с которым мы дискутируем. Я отношусь к нему с уважением, даже если наши взгляды различаются. Я долго думал, стоит ли отвечать ему в священный месяц Рамадан, так как заметил, что некоторые люди оставляют некрасивые комментарии под видеороликом. Хочу сказать, что это не красит вас, ни нас, никого. Рамадан – этот месяц священный для мусульман, для меня в том числе, так как я являюсь мусульманином. Этот месяц духовного очищения, терпения и уважения ко всему сущему. На самом деле уважение должно быть всегда, не только в этот священный месяц. Важно понимать, уважать мнение другого человека не значит, что с ним соглашаться. Вы можете не разделять мою или его и чью-то либо другую позицию, но при этом выражать свое мнение достойно, без оскорблений и негатива. Давайте все-таки сохраним культуру общения, ведь наши слова и поступки показывают, кто мы есть на самом деле. Тем не менее, он записал видео, где предъявляет мне о том, что я говорю на таджикском и выставляю его фото-видеоролик среди своей аудитории и его очерняю. Скорее всего, он так подумал. Но нет, не присуще таджику и мусульманину в общем клеветать на другого человека, тем более такого уважаемого. Пару слов по поводу уважения и культуры таджиков. Таджики или же персы, как вы говорите, славились своей религиозностью, уважением и терпением к любым нациям, к любым народам еще с древнейших времен. Нас пытались завоевать греки, арабы, монголы, русские. И ни один из них не смог стереть нашу культуру, не смог сломить наш быт. Мы не просто сражались, мы сохраняли свою культуру, свою речь, свою сущность, свою идентичность. Ведь истинное завоевание – это не то, что совершается силой и злом, а то, что выдерживает испытание временем. Напротив, они сами, очарованные величием нашего слова и глубиной нашей мудрости, начинали говорить на фарси, заимствовать нашу культуру, быт, архитектуру и так далее. Ведь мы покоряем не мечом и гневом, а пером и сердцем. Как говорил Джами о своем ученике Наваи, хоть он был тюрком, а я таджиком, мы были близки друг к другу. Также великий Амир Тимур или же Тамерлан говорил, в Самарканде даже собака лает по-таджикски. К слову, вплоть до 1920 года государственным языком Бухарского Эмирата был таджикский язык. Одним из самых известных достижений наших предков является Кирова цилиндр. Кто не знает, кто такой Кир II, я вам объясню. Кир II Великий, он же на фарси Куруши Кабир, был основателем Персидской империи, которая стала крупнейшей державой своего времени. Он был известен своей политикой, терпимости и справедливого правления, что было редкостью в древние времена. Кирова цилиндр